Дни ингушской культуры проходили в Российском центре науки и культуры в Париже. Организаторы в этот раз выбрали масштабы побольше, для того, чтобы места хватило всем. Народным мастерам, художникам, ремесленникам, актерам, артистам, которые приехали на праздник искусства буквально со всех уголков мира. Здесь всем было где, а главное, что показать. Народные таланты смогли удивить самых искушенных зрителей Парижа. Дух Родины, он даже мертвого поднимает. Вот. Актеры сегодня именно так и сработали. Очень хорошо. Я благодарю именно актеров, я благодарю художников, я благодарю тех, кто все-таки способствовал тому, чтобы они приехали сюда. То есть вы все вместе. Мы росли на песнях «Лом», и благодаря этим песням и вообще книгам, которые как-то достались от папы, от мамы, язык не забывается. Энтельгери Дербичев – художник, приехал из Норвегии. Свои картины он пишет по мотивам произведений Джамалдина Индиева. 2 работы из его частной коллекции были подарены музею, которые в скором времени, я думаю, мы сможем показать в залах нашего музея изобразительных искусств. Конечно же, художник уникальный, и то, что он вызвался приехать и принять участие в совместном проекте, ингушском проекте в Европе, для нас это очень важно. Где бы ни было, наши соотечественники, они не забывают своей культуры, своих корней, своего языка, и поэтому я считаю, что это очень важно. Выступление Асет Калоевой было по праву отмечено одним из самых ярких. Арфистка поразила присутствующих своим музыкальным талантом и виртуозной игрой. Несмотря на то, что это достаточно сложный музыкальный инструмент, Асет добилась хороших успехов. Она является лауреатом различных международных конкурсов. Я очень был поражен такой презентацией, потому что я сам очень люблю музыку классическую, я владею магазином арфы, и меня это очень впечатлило. Я очень хочу сказать большую вам благодарность за то, что вы сумели это так хорошо организовать. В торжественной церемонии открытия Дней ингушской культуры в Париже приняли участие сотрудники посольств и представительства ЮНЕСКО, преподаватели университета Париж-Сорбонна, представители французских культурных ассоциаций и художественных агентств, более 100 человек. Здесь же состоялась презентация экономического потенциала Республики Ингушетия. Нам нужно развивать экономику, в том числе подтягивать французов. И я думаю, что было бы неплохо, если бы Ингушетия представила свой экономический, инвестиционный потенциал в Ингушетии. И здесь, я думаю, и наш посол Алексей Мешков, и посольство, и торпредство, другие российские заграничные учреждения могли бы оказать неоценимую помощь. Мы бы могли у себя, даже в посольстве, на нашей площадке провести презентацию региона. Гости также смогли оценить чапель с творогом и картошкой, галушки с мясом, другие блюда и кондитерские изделия. Мастер-класс дал народный художник Республики Мусам Мартазанов. Пробные наброски в особой технике и в национальном стиле. В качестве подарка с частичкой души участники уносили с собой с пожеланиями на долгую память. И так красиво это было сделано, выполнено, что очень многие французы, парижане, когда им говорили, что это дарится бесплатно, не соглашались их брать только как бы за оплату и требовали, чтобы у них за это взяли определенную сумму. Поэтому я, пользуясь случаем, благодарю Мусу вот за такое настроение и за такой позитив, который он внес в это мероприятие. Подобная акция во Франции состоялась уже во 2-й раз. В будущем наша республика будет развивать в Париже деловые отношения. Мадина Аздоева, Магомед Гагиев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.